Выставку считаем открытым. Молодец, Алия. Дружно похвалим, да, как-то все. Сейчас, дорогие друзья, спасибо, что пришли. Не А чтобы не так не бросили. Алия, что тебе надо? Да, видели ваш замечательный портрет, да, какой? Вот в самом центре. Да, вы как наша главная героиня. Главная героиня наша. Только что можно опять стать, наверное, если кто хочет. Старайтесь все вместе. Давайте, давай еще раз. Почему бы не реально? Уважим. Кстати, на плане непременно это физкультура. Обниматься Богу не знаю. Можно. Всегда рад вас. А Таида большой поклон и привет всегда. Да, отлично. А моя вода, если мне встает. Моя дочка и внучка обменяла подачу таких Азамат, слышишь? Великий Азамат, привет. Давай. Прифотошопим. Так, улыбаемся. Я в маске, Так. Другой дела. Ну ладно. Снимите с чего? Как медный кофе. Да. Улыбаемся. Спасибо. Теперь садитесь, садитесь. Сейчас открою. Вот прямо как удобно. Как это. Красивый наряд, такой красивый. Спасибо еще раз, кто не испугались. Пришли сегодня все. У нас вот-вот уже послезавтра открывается большое грандиозное событие, наша всемирная Котлериада. И наша не менее замечательная художник Алия Кутлова специально к такому событию всемирному масштабному, как Олимпиада, культурная Олимпиада, подготовила специальную выставку «Башкирские традиции Возрождения». 25 работ акварельных экспозиции. Вообще, конечно, я с увлечением слежу, наблюдаю за Алией и восхищаюсь, не перестаю удивляться ей. Мы с ней познакомились где-то год назад. Она участвовала в коллективной выставке в группе «Арт Фольклор» у Нины Сайкиной в Большом зале. И тогда же были часть работ, где-то 5-6 работ, наверное, у нас экспонировалось в Большом зале. Начинающий, когда так, как бы начинающий художник позиционировала, да, себя. Одна из первых выставок моя была. Да, одна из первых. Участие в первой. Да. Но она мне настолько понравилась, такая яркая, зажигательная, активная, целеустремленная. Алия очень выделялась из всей группы участников, как-то очень по-особенному себя позиционировала, в положительном смысле, в хорошем смысле этого слова. Ну и что вы думаете? Буквально через некоторое время слышу, значит, у нее открывается персональная выставка, посвященная, там был юбилей Шеймуратову, да, как раз юбилей годовщины победы в Великой Отечественной войне. И самые восторженные отклики читаю в прессе. Но я посмотрела тоже в интернете, да, великолепные фотографии, конечно, очень порадовалась. А потом вот я обратилась, говорит, я хотела бы у вас выставить персональную выставку, посвященную башкирскому фольклору. Но это же очень интересно, конечно, сейчас вот на пике этот интерес поднимается к национальной культуре. Ну и что вы думаете? Алия просто, я всегда думаю, скажет она, я в космос полечу, она полетит. Вот из таких людей сказал, сделал. И все очень четко, качественно делает. Просто вот такие люди, конечно, у нас, не каждый день встречаешь, не на каждом шагу. И очень приятно то, что мы встретились, я познакомилась с ней.
И то, что вот уже вот такая персональная выставка, 25 работ, это очень серьезно, открылась в Национальной библиотеке. Дали мы уже объявление, дали ее, тут же вышли, поскольку действительно очень ко времени актуальная работа, выставка получилась. Ну и так, что мне еще хотелось тут сказать, да? Ну, отметим, что Алия у нас такой самобытный художник. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Алия закончила по образованию инженер, да, получается, да, экономист, инженер, базовое образование Уфимский государственный авиационно-технический университет. Но, тем не менее, вот, видимо, Богом заложенное данное, как Алия рассказывает, что она всегда любила с детства рисовать, танцевать. Вот, да, ну, видимо, уже это невозможно где-то долго в себе скрывать. И талант развивается, благо Алия хорошо учится, мало того, что были хорошие учителя, то есть Алия посещала у нас регулярно, вот с 17-го года начиная, рисовальные дни в Доме музея Тюлькина, то есть хорошие учителя у нее были, вот Алексей Петриков, здесь Финат Набиуллин, Володя Рябцев, да, вот, и я тоже посмотрела, ежегодно на выставке лучших работ рисовальных дней Алия всегда принимала участие. Также вот в выставках в музее у нее там были, да, ну и, в общем, дальше больше, думаю, наверное, будет. Ну и человек развивается, растет, она, мало того, приняла участие в телевизионном конкурсе «Боик» и прошла в следующий тур. То есть она все делает досконально, изучает. Она сконструировала костюм вот такой вот, да? Да, национальный костюм Башкир. То есть вот, тоже, что служило, я смотрела запись этой передачи, отметили профессионалы, насколько правильно костюм сконструирован хорошо, и плюсы там поставили. И танец, значит, установила танец, который поставил сам Файзи Гаскаров, уже более 100 лет. И сегодня Алия нам приготовила очень хороший подарок. Она нам станцует танец, Маглифа называется, сконструированный танец. Оставьте, пожалуйста, нам с этим.
адрес 1637, да? Да, я сама тоже хотела бы сказать Давай, большую, огромную благодарность всем вам, что пришли, поддержали. Я действительно, мне очень приятно то, что вы уделили время, свое внимание моей выставке. Начинающего, говорят, кто-то молодой художник, я, правда, уже не знаю, но хочу выглядеть молодой. Вот поэтому много танцую, чтобы выглядеть молодой. Вот. И почему я именно эту выставку открыла? Я даже немножко сама была удивлена, немножко была даже как-то действительно вот для меня очень резкий переворот произошел в прошлом году в октябре, когда я увидела один башкирский танец и подумала, я хочу вот в таком костюме башкирском открыть свою персональную выставку. И потом у меня уже мысль это так запала в голову, и я уже шла конкретно, что я буду выставку. Я не планировала, что это будет башкирская выставка, у меня будет моя персональная. И в процессе, пока я конструировала свои костюмы, изучала вот UI, он как раз вот мне помогал в том плане, что давал советы, как правильно исторический традиционный костюм сконструировать. Много других мастеров, Розалия Башарова, которая, к сожалению, сегодня не присутствует, она учила меня по технологии пошива платья, Эляна и нагрудного украшения. Я ей благодарна за то, что она мне помогла именно научила правильно традиционные костюмы шить. Вот, благодаря этим мастерам, которых я видела, смотрела, как у других, я создала свой комплекс, демского комплекса костюм. А потом неожиданно я начала танцевать. Я попала на танцы случайно. Попала на танцы к Милюше Хайбулиной, которая солистка нашего ансамбля имени Гаскарова. У нее занималась целый месяц и получила очень ценный урок. Я ей очень благодарна за то, что она дала именно эти навыки башкирского танца. Потому что, как я помню, я танцы башкирские нигде не учила. А почему-то у меня этот вот уже все есть. Откуда? И мне даже кто-то говорил, что вообще это передается генетически. Видимо, в роду башкирские гены играют. Вот. И там я выучила танец. Потом также я узнала, что есть конкурс баек. Я про него ничего не знала до этого. По-башкирски не говорили никогда. И башкирского костюма нет. И думаю, а я хочу участвовать. У меня было только тогда платье. И я бегом этот Элян шила. Костюм, я на будное украшение попросила у тети, которая уже шила сама. Выступила. Да. Мне самой понравилось. В жюри понравилось мое выступление. И я рада, что я перешла в следующий тур. Поэтому у меня получилось, что я плавно перешла в те танцы. И начала танцевать еще. А выставки-то у меня еще нет. И я подумала, а почему я должна придумывать что-то, если я могу как раз готовиться к фольклориаде и башкирскую тематику взять, башкирскую традицию. Я же вернулась к своим истокам. У меня отец башкир, он уфимец. Мама, она из Завязов, башкирка. Только вот моя бабушка крымская татарка. Поэтому я на нее очень похожа и немножко отличаюсь от башкирок. Я бы с удовольствием еще крымский татарский танец получила, там у них что-то такое есть, башкирское похоже. Костюм шикарный у них, я тоже хочу сделать костюм. Вот. И у меня открылась, соответственно, такая вот выставка. Я очень рада, что она достаточно быстро у меня открылась, совпала с фольклориадой. И если будет гости, приходите смотреть, я буду очень благодарна. Вообще изначально цель была этой выставки показать ее тем, кто не столкнулся еще близко с башкирской культурой. Вот как это было со мной. Я почему-то в свое время как-то отторжение у меня было, оттолкнула, не хочу учить язык, не хочу изучать этот костюм, не хочу ничего такого, и ушла от этого. И, видать, неправильно сделала. Все-таки нужно сохранять свои традиции, своего
своих близких, своей семьи и передавать ее дальше своим новым, будущему поколению. Я бы хотела, допустим, вот это нагрудное украшение передать своей невестке, у меня двое сыновей растут. Костюм оставить как приданное. И хочу, чтобы такие же люди, как я, которые вот никак не сталкивались с этой культурой, чтобы они все-таки загорелись, и у них вот искорка эта любви к башкирской культуре загорелась. Вот такая у меня цель была. Как вот я пришла неожиданно, вот тоже так же придет человек на выставку, увидит рукодельницу и скажет, я тоже такой костюм хочу сделать. И пойдет изучать, как это делать. Вот. А пока только выставка, и то, что я танцую, то, что я шью костюмы, мне это очень нравится, и я очень благодарю и художников, которые мне помогают на моем пути, и мастеров швеев, швей. Всех благодарю, кто хоть как-то мне способствует, как-то касается моего творчества. И вас, соответственно, за то, что пришли на выставку и поддержали. Мы все друг друга хорошо знаем. Может быть, я не буду там каждому слову давать, а вот давайте сами вот, ну, что-нибудь, что, кто-нибудь пожелает. Агинапа начнет. Давайте, что свой костюм. Я тоже как бы знаком со многими. То, что вы парили работу, у нас мало художников. Давай чуть подробнее. Да, мало художников, которые выпарили работу, и как бы вот так вот, ну, тем более в таком этническом плане, то есть поэтому вот эта работа, и это очень, я считаю, большой вклад вообще в живопись республики, которая и в дальнейшем будет развиваться и будет служить украшением именно вот живописи нашего народа. Поэтому то, что ты делаешь, это очень большой вклад, он неоценимый. Поэтому я рад, что знаком с тобой. Желаю тебе в дальнейшем тоже, чтобы на этом не останавливался, нарисовал больше. Образов у нас очень много народов. То есть каждый народ по-своему красивый, у многих красивая одежда, поэтому не останавливайся и желаю, чтобы эта выставка она расширилась и такая была многоэтажная, то есть и представлены все народы, которые до себя дошли. Да, это интересная идея. И дальше тебе развитие. Спасибо большое. Ну, кстати, на прошлой выставке было очень приятно посмотреть Гафия Пайда. Да, Гафия Бухаевна. Да, она также пришла в костюме. То есть вот картина, и вот тут вот живой образ. Это, конечно, очень удивительно какое-то зрелище, такие эмоции. И я теперь вообще думаю, надо тебе этот костюм просто на все выставки города не снимать. Украшения просто вот любого общества, любой выставки. Молодец в этом смысле. Надо моду прямо задать моду. Да. Традиционный башкирский костюм, культура. Это суперски, это здорово. Ну, давайте еще кто-нибудь... Ну, пока только не надо, не снимать и вообще. Вообще раньше считалось, башкирская девушка, она... Вообще, когда приходит башкирская девушка, сначала слышно, ее слышно, а потом видно, она звенит, где-то все звенит. А так они даже в этом костюме и работали, вот это же такой защитный оберег, его не снимали, чтобы ежедневно носили. Так вот считается. По идее, сейчас тоже так. Сейчас приедут какие-нибудь американцы, будут тебя фотографироваться. Так что приходи по улице, вот так. Надо прям... Вот фотографироваться. Все Южноафриканские, китайские, все эти немцы, кто там еще приедет, все будут фотографироваться. Ну, а вообще в субботу, по-моему, большой парад, куда всех приглашают прийти. Можно в костюме, можно в минетах костюма. Да можно хоть как, просто прийти, хотят установить новый рекорд Гиннесса, собрать самый большой хоровод. Так что я, конечно, там просто будет в этом костюме. Это где? Это будет на Конгресс-холле. Будет большой хоровод. Ну и вообще в течение 10 дней с 11 до 7 вечера там
с возможной ярмарки, ежедневно с 7 вечера до 11 там концертная программа. Так что каждый день действительно это вот просто надо в это окунуться. Я тоже собираюсь, я живу недалеко, так что хочу все-таки посмотреть, походить и культурную рыбу и себя показать, да? Ну что-то такая. Там костюм надо обязательно. Да, костюм Там все. такой вот. Ладно, костюм хорошо. Танцуешь хорошо. Мы пришли на выставку. Художественная. Танцевала, все остальное. И, собственно, это как бы приложение к рисованию. Я посмотрел, да, вот внимательно все, то есть как бы вижу. Ну, видно, что мало работаешь. Это хорошо, то, что ты так скрупулезно все это делаешь, поученически, очень аккуратно, стараешься деликатно прописать глазки, реснички, все ручки, вот пальчики, все это сделать. Хорошо, но тут у тебя немножко самое главное. Ты вот за этой схожестью и похожестью, ты вот стремишься похоже, вот все это было. Самое главное, ты не научилась получать кайф от акварели. Акварель, это знаешь, когда ты видишь, когда она сама льется, красиво. И вот, слышно? я говорю, нормально все, слышно. Просто тебе надо посмотреть величайших акварелистов, которые делали. Не обязательно это вот тех акварелистов, которые в 19 веке, там вообще многие работали, там все барышни рисовали акварелью, это было задано, там все эти портреты сделаны еще пушкинской эпохи, все видно акварель дошли. А вот посмотреть художников авангардных тоже, которые работали, ну возьми просто хотя бы того же Лебедева, акварели Лебедева или Фанвизина, как они акварелью делали. То есть как они сохранили чистоту листа, все остальное. Вот, понимаешь, вот, передать вот эту фотографию, похожесть, за это делает фотоаппарат это делает. А ты должна, когда все это делаешь, тебе же это нравится делать, ты должна сама еще получить вот какой-то, ну, такой кайф. Ну, чтобы, грубо говоря, как Пушкин, когда вот учился у него университете, а это Пушкин, а это сукин сын, давай плясать. Вот, когда у тебя акварель не будет получаться, многие сами начнут плясать хорошо и радоваться от того, что у тебя вот получилось. Вот именно акварель. Акварель надо чувствовать. Ермилий Валерьевич Недосовый, как педагог со стажем. То есть акварель, она же не для того, чтобы... Я понимаю, что вот это в детстве детям дают акварель для того, чтобы как бы, ну, подражать заданию уроков, хоть какие-то навыки иметь. Потому как это очень удобно. Вот маленькие коробочки, пришли на урок, закрасили, все это сделали. И дальше пошло. Но ты идешь на выставку, тебе не просто надо несколько ученические работы выставлять, а чтобы от этого мы еще посмотрели, получали вот такой, смотри, как она залива, какая залива пошла, как бы желтый, на зеленый, на желтый, вот все эти вот вещи, и делать это уже, и, понимаешь, от этого приходит на саму себя восторг от того, что не просто похоже, а вот как, знаешь, научиться вот как, ну, от красок, обалдеть, вот, получать от этого кайф. Вот когда это будешь получать, тогда будет все нормально. Тогда, и, я говорю, и ноги будут сами танцевать, и все, и песни будешь петь. Согласна. Все это получается. Вот это нужно и побольше разнообразных тем, и вот, побольше формата. И, вот. Ну, и у нас тоже в Уфе очень неплохо акварелистов, которые это делают. Но я понимаю, что каждый из них как бы в своем формате работает, а тебе нужно как можно больше смотреть профессионалов высокого уровня, которые делают. И у нас много выставок акварели, это сумасшедшие. Вот я, помню, меня пригласили на выставку акварели, которая каждые 3 года проводилась в городе Кургане. Там громадный музей акварелистов, там есть такой Травников, Герман, он сам акварелист, и вот создал, и там каждый год проводилось тренировки. Сейчас вот просто с пандемией, наверное, со всеми этими делами, с Крымом, вот это вот не проходит. А там я сам был потрясен от выставки, которые, ну, со
всего Союза прислали эти картины, акварели. Для меня это было такое откровение, я просто оттуда уже уезжаю после открытия выставки, всю ночь не спал вот так вот. Поучиться вот. Пока Виктор Иванович Суздальцев, мой сосед, по мастерской к нему барышни приходят вот так вот, учится он и учит. Как почувствовать это кисточку, как краска идет. То есть акварель это высший пилотаж, говорят вообще художники, которые акварель владеют. Вот хотелось бы чего-то видеть. Понимаешь, чтобы заходя на выставку, других похоти, они просто от того, что да, тема, понимаешь, заботиться о чисто национальном, вот это не надо. Потому что она национальность все равно получится. Понимаешь, ты как бы не пела. Гений все равно все свое сделает сам. Ну, что бы ты не рисовала, понимаешь? Все равно они у тебя будут по-башкирски, потому что время, воздух, все сделали. Уже вот как ты выразила обстановку. Да, я об этом не думаю, вот как бы это. Но все равно у тебя получится. И от этого только ты расширишь свои горизонты, понимаешь? От этого только шире и более масштабнее станет твое искусство. Вот мне хотелось бы вот это тебе пожелать. Чтобы ты научилась. Да, Вот спасибо. этому кайфу от акварели. У меня как раз то, к чему стремиться нужно. Просто Это правильно. в этом получается. Мы живем один раз, если занялась этим делом. Кто-то же получает удовольствие от того, что вот он наковальней бьет, и у него что-то потом выходит вот из какая-то железка. Вот. Просто вот от этого, понимаешь, это как песни же, вот, любую вот слышишь. Вот тоже на акварель смотришь, вот она как песня. Вот, здесь куплет забыл, не бывает. Вот это хочется пожелать. Услышать наставления от мэтров. Да, это самое важное для меня, потому что мне действительно учителю нужны учителя. Вот. Большинство работает маслом и акварелью мало. Правда, снег тоже. Ну, там уже несколько работ. Это, о чем мы говорим, там уже есть некоторые. Потенциал какой-то, да? Это надо побольше работать. Да, и надо... Быстренько закрасила и забыла. Потом она сама начнет получаться. И свой стиль выработается, и свое отношение, свои цвета, все. Формат, и темы появятся сами собой. Надо, чтобы количество, это по Марксу, кстати, количество переходит в качество. Так что Да, это я уже заметила. Регулярные занятия, регулярные больше, работы. просто это должно стать как с этим занимаешься. Я не знаю, поэтому я говорю, как художник, у меня претензии только как художник. Как танцуешь, но не говорю, сами танцевать. Я, наверное, еще раз... И запоешь. Распыляешься, когда тоже то ли танцами, то ли башкирским костюмом, то ли рисовать. Нет, оно ничего не мешает. Это не важно. Оно идет на посуду, но когда ты этим делом занимаешься, ты занимайся индустрией. Понимаешь, бумага такая, это говорят, все стерпит. Но это не для техники, не та бумага. Спасибо большое. Ну, одна из героинь Сальвина, может, что-то скажите. Как портрет ваш? Вот. Нам очень понравился. Он такой душой, с любовью написан портрет. Здравствуйте. Я ее впервые вижу. Я ее, может быть, видела, но как-то внимание Я обращала. обращаю, наверное, В общем-то, молодец. Картин твоей, я так редко кто-то посмотрела, понравились, молодец. Но костюм у тебя изумительный. Изумительный. Это все сама делала? да. Самое главное, хотела именно традиционность сохранить. Правильно. Это замечательно. Это ж такой труд. Я знаю, что такое труд. Что помогало? Ну, вот только Розалия Башаева, она объясняла, как это делается, правильные технологии. Потом я была на мастер-классе у Альфии Акварелевой. Молодец. Вот это основная. Человек способен, он во всем способен. Видите, какие у нее золотые руки. А как она красиво танцует. Какая у нее пластика. Если она раньше не танцевала, вдруг начала танцевать, это тебе от Бога дано. Человек рух.
тогда и пишу тебя, получается, молодец, я восхищаюсь тобой, восхищаюсь. Нет, видимо, твои приключения, это же огромный труд, это же надо каждую расследить, составить. Это, кстати, монеты, собранные еще где-то с 70-х годов, наверное. Прекрасно есть, это прекрасно, молодец. И иностранные, и российские. Это хорошо, пусть будут все иностранные, и братья, поваров, наверное, капхан. Ты сейчас вот их не найдешь, особо. Да, подбираешь по качеству, чтобы более-менее подходящие. Да, молодец. В общем, молодец ты. И танцуешь красиво. После еще раз танцуешь. Ну, если что-нибудь другое, можешь симпровизировать, Пожалуйста. если музыку какую-то подставите. Хотим послушать. Какую-нибудь другую музыку, любую. Произвольно. Да, попробуй симпровизировать что-нибудь. В виде номера можно? Я думаю, ну, будет пикник. Микрофон, да? А тут у нее еще есть Балерина. Нет, не надо такого. Как это? Да, прямо не видно, что Там он прям не пришла, прям балерина. Ничего делать не надо. Biar pamitin na. Biar pamitin na. Помогал? Не помогал? Я в школе был сам. Маме не помогал? Нет? Ну, он когда делал костюм, я в школе был вопрос. Очень красивая песня, и она даже немножко созвучна с моей выставкой. То, что я показываю, то, что я хочу показать.
Прекрасные импровизации, замечательные. Ты Мне- можешь на следующий тур выходить на боях Да. Тоже вы там танец. импровизируешь что-то, да? Готовый танец у тебя. Да, молодец. Правда, красивый танец? Как Я, танцовщица, да. танцовщица, это молодец, вообще замечательно. Молодец. Как молодец. настоящий, как начинающий художник, начинающему художнику тоже молодец. Ну, я хотела, чтобы зрители, гости, которые придут на мою выставку, получили наслаждение, удовольствие от того, что здесь находится. И от картин, и от моего танца, и от моего костюма, и от общения. Именно этого хотелось. Создать эту Афарин. атмосферу. Пикча, молодец. Ну, если учесть, что человек там Всё, сидит, да, его вот года, 17-й год человек, в общем-то, вот начал серьезно что-то заниматься, я считаю, это очень большой прогресс. Да, Мне были, как вот вы считаете, Это самые главные учителя, какие попадаются. Вот и художники, и учителя, и конструкторы, Самое инженеры, главное, учителя. способная ученица. Да, вот Да. желание. Способные на все стороны. Со всех сторон. Бітехтамна келген. Бейдерді. Фредді тішірі. Мұны алтын қолы бетсінген. Афарин, афарин, афарин. Я благодарю, что вы преклоняюсь перед цените. тобой, преклоняюсь. Вашим бием. Афарин. Отсюда. Они должны останется. Отсюда. Завершаем тогда выставку, завершаем. Продолжайте, просто я Если пошел. кто-то торопится. Продолжайте. Могу, привет. Спасибо. Всего доброго, спасибо. Самый главный художник, по-моему, Я рад, что вот так вот сделал. Палец молодец, что называли. Нет, здорово, здорово, конечно, здорово. Вот есть, вот я смотрел работу, да, какая-то такая одна тонкая такая нота идет по всем работам. Алия, солнышко, такая тонкая, какая идет такая нота по всем работам. И это трогает. Это трогает. Совершенно золотые слова сказал уважаемый Василий. Пожалуй, надо побольше, конечно, смотреть. И чтобы, вот вы же танцуете, да? Бинапа совершенно правильно сказал, такой. И Елена Бушатмина, она, кстати, вот и танцор, и профессиональный, можно сказать, и художник, она тоже сразу вот эту всю пластику вашу заметила. Вот в танце, да, вот я почувствовал некую внутреннюю энергию. Очень мощную. Очень мощную. Я чувствую, вы сказали, что там Китаб-Сибирский район и татары Крыма, да, вот это все вот через меня прошло, понимаете, стиль прошла через меня, как когда вы танцевали. Вот в работах тоже чуть-чуть крылья вот так же, вот немножко эту внутреннюю такую свободу открыть в себе. Они классные. Здорово, здорово. Такое старание. Вот я специально своих учеников туда пошлю, отправлю, чтобы они пришли, поучились, как вот надо прямо как золотошвейка вот так вот прямо довести до уровня. Акварель сложнейшая техника. Очень сложная техника. Я вот боюсь, я просто трушу перед акварелью, потому что вот, легко, вот я прихожу в мастерскую, раз закрасил там, мы стихи намели большой кистью, да, на другой не пришел, желтого многовато, и зеленый беру сверху, например, и перекрываю. А тут попробуй так сделать. Я просто боюсь перед акварелью, и честно признаюсь, это высочайшее мастерство, и тем более видно, какая ваша внутренняя культура, внутренняя энергетика, и огромная любовь. Огромная любовь, это, конечно, вот в коридоре, там же вот потрясающая же вот работа, Айсулу, танцулу, да? Да, вот это же вас показывает не только как жанрового автора, но и портретиста. Мы с вами ученикам тоже это стараемся довести, что портретный жанр это сложнейший жанр, и тем более в некоторых работах у вас многофигурные такие сюжеты, где как касается темы истории. Мы часто бываем в Сурьковке, в Репинке, и там нам говорят, что боятся современные молодые авторы в своих дипломных работах, да и вообще в курсовых работах, да и вообще в своих композициях брать тему истории. Боятся. Потому что надо знать костюмы. Да, надо поднимать данные. Помимо альфа и омега, элементарных, там, фундаментальных рисунок, там, линии, пятно, живопись, композиция, вот, помимо этого всего, да, наших альфа и омег, еще надо знать и обмундирование.
Цветовую гамму правильно Это бог с ним. Тут вот костюм, там немножко... Формы все эти. Вот. Немножко обманешь, и кто-нибудь точно, какой-нибудь там кандидат наук высоколобый скажет, вот в то время не было вот этого ружья, например. Я часто сталкиваюсь, потому что это серьезно. А вы ничего этого не боитесь, беретесь вот такие очень смелые темы, где связаны, сопряженные с историей, с костюмом. Это конечно, дорого стоит. Наверное, эта выставка Шимуратова меня уже вдохновила. В том плане, что история для меня не страшна. Я поняла, что это можно делать. Отлично. Поэтому остается только поздравить. И замечательно сказала Альбина о том, что вот, конечно, вам вот, и в танце талантливый человек, он, наверное, во многом очень талантлив. Вот. И опять же, вот эта вот нотка, какая-то такая пронзительная такая нотка в ваших работах, очень добрая, очень хорошая, очень глубокая она есть. Надо дальше работать и в себе это культивировать. Вот что хочется сказать. Здорово. Поздравляем с открытием потрясающей выставки. Это служение своему народу. Это, кстати, многие этой темы боятся. Неважно, там, аргентинец, англичанин, японец. Но японцы и китайцы, они, конечно, стараются свою культуру. Поэтому низкий поклон и респект, что великую свою культуру вы стараетесь донести. Там сынишка сидит же, Азамат, да? Мощное, конструктивное, фундаментальное имя Азамат. Он ведь там Старший у меня Салават. Младший Салават, тем более. Салават, это же древний Коран, это же из таких очень древних слов идет. Поэтому не только наш батыр элементарный, очень глубокие мосты, очень глубокие такие межцивилизационные слова Салават. Поэтому поздравляем, самые теплые слова приветствия. И еще раз повторяю, что своих учеников я направлю, чтобы они пришли. И многие, которые начинают уже себя чувствовать, я говорю, ну что, Петя, запрофессионалиться совсем, которые там начинают сразу большими кистями махать, специально отправлю вот своего Петра, если не такой, Сапожков, чтобы пришел и еще раз, как вот, допустим, этого Айткулова нарисовали, или там нашу Альбину Апанину, потрясающе, или там нашу известную там Сочицу, что он пришел, увидел, еще раз восхитился, что оказывается, можно вот так посидеть, покорпеть, и человек получает любовь автора и похожий человек. Поэтому поздравляю. Там тоже, кстати, выставлялась, вот даже на этой же... Да. Студенты ходят. Я непременно должен сказать, она художник. И танцоры тоже. Ну, я, конечно, восхищаюсь. Я ее в первую очередь знаю как портретиста, такого очень талантливого, очень хорошего, который просто берет и сразу на листе появляется в образ. И всегда похоже, что меня поражает, к чему я только-только появляюсь, наконец-то, чуть-чуть. У Ильи это врожденный талант не только акварель и танец, это еще и портрет, в первую очередь. И потом акварель, ну да, действительно, это очень сложная техника. Я тоже практически не трогаю акварель, я вот рисунки сажу. Но это тоже талант, да, ведь? Оно пошло и пошло. Вот акварель, как она идет вот из вас, как она идет, танец какой-то, костюм, да, и ну, в принципе, все, и дети тоже замечательно делают. И, в принципе, поговорить с человеком, сплошные эмоции всегда очень положительные. Я подойду к нему, да, иногда посмотрю, так, иногда, как там портрет идет. Это, конечно, человек солнце, который вот он несет все, что не берется, у него спорится, все у него для всех вот так, для всех нас. Вот сейчас выставка даже не для Ильи, по-моему. В данный момент она вот для всех нас. Чтобы мы действительно порадовались, это праздник, огромный для нас праздник. Эти танцы, особенно мне понравился второй танец, который вот от души был, который вот шел просто по наитию, который чувствовались, да, полные все эмоции. Я тоже прихожу потихонечку к этим корням, своим татарским там, где я нарисовала на своих поколениях. Отлично, замечательно, я преклоняюсь, как взрослые люди, тоже любят красоту, перед женственностью, перед талантом, перед целеустремленностью, перед тем, как достигаются вот эти цели, которые ставятся перед собой. Спасибо большое, что встретилась. Мне лично, я очень много научилась, конечно. Спасибо. Что-нибудь еще можно открывать, и точно получится тоже. Космос, скажешь, космос? А вы даже в одной студии вместе рисовали, Да, вот мы проекты рисовали одни. молодцы, здорово. Мне тоже нравятся ее рисунки, она растет, у нее лучше каждый раз.
хочу как она научиться. Вот что интересно, каждый все-таки... Нет, надо научиться как мазитов, надо научиться. Ну, вы, к сожалению, не рядышком, а я ее вижу. Учитель должен быть рядом. Ее технику я хочу изучить, попробовать, что получится. Но это тоже все же то, что идет из человека. То есть у кого-то мазитов, у кого-то алия, у кого-то кушак. Конечно. У всех свое. Изучать не надо, делать то, что из тебя идет. Да. То Ну, есть пробовать. творится, Мне всегда интересно пробовать. Здесь попробовала, там попробовала. Не получилось, ладно, дальше другой попробую. Там получилось, значит, надо углубиться. Так вот. А вот, кстати, извините, что перебиваю, Альбина, да, вы были на ее выставке в галерее Урал? И потом еще в Москве она делала выставку. Вот как раз она не зря изучала вот, Нагрудное украшение? Да, нагрудник. Это же, на самом деле, это же, Альбина совершенно права, это уже целый кладезь. И однажды, когда я еще совсем был студентом, да, в музее Нестерова смотрю, там была какая-то такая сборная выставка, и был древний башкирский тоже вот нагрудник. Из таких, Альбината таких прям ярко-красных кораллов. Я стою, смотрю, и сзади такой рука. Оборачиваюсь, Нечаева. Тамара Павловна, Нечаева покойная. Она же, Салавата Юлаева лепила, это величайший мастер. Тебе тоже вот это понравилось? Я говорю, за тобой слежу, я знаю твою работу, ты целый почти час смотришь на этот шедевр. Я говорю, да, вот уже, как этот цвет? Ты говоришь, это просто невозможно. И вот она тоже. И мы там целый почти час говорили, как это там композиция, как... Хотя все это сделала бабушка с какого-то далекого Хайбинского района, которая нигде не училась, но настолько гениально композиционно. Я вот потому что Альбина Павловна не зря все это вот вас отметила, потому что она сделала там работу 40 у нее, вот как раз Хакала, Шундерек. Здесь технологии соблюдаются определенные, закладывается какой-то определенный сакральный смысл, вот расположение. Я подумал, что вам надо еще вот у нее с ней поконтактировать и вот какую-то выставку сделать, совместить, так сказать, вот эту глубину, эту пронзительную ноту с элементами декоративной почему? Конечно, это вас будет открывать и как акварелиста графика, и как мастер декоративно-прикладного искусства, да еще и станцуете, да еще я танец воробья станцую. Очень приятно. Да, я ждала из студии Сентар, как раз занимается этими нагрудными украшениями, костюмами. Я их ждала в гости. Видимо, вот не получилось. Сейчас боятся, пандемии боятся, думала, звонили, боятся, они это... Они как раз и поют хорошо, и на кубызе играют. Я вот как раз хотела к ним подпримкнуть как-то. Вот, с ними держу контакт. И здорово, что большое спасибо, Вера, что вы в нашем родном музее, потому что во время фотографии они же в любом случае будут ходить по городу. Это же 100%. Конечно, зайдут 100%, поверьте. Потому что были несколько форумов в Башкортостане, когда к нашим даже в академии просто вот, там никто их не звал, заходили какие-то негры с Венесуэлы, с Колумбии. Мы слышали, что здесь у вас учебное заведение, можно посмотреть. Вот, приходят, просто так приходят, а тут целое такое событие. Непременно придут, посмотрят и еще раз двигаться. Алексей Петрович гениально сказал, именно вот так надо, вас будут фоткать. Да, он сразу с этого начал, и так оно и будет, на самом деле. Вы прямо не снимали. Да, вот хотелось как раз услышать вашего благословения, вот именно такого характера, чтобы пойти дальше просто. Вы сами благословили этот зал. Так, художник, он благословляет своими работами. Вот. И у Рембрандта можно найти ошибки. И у ночной дозор, к нему там пришел сапожник, а вы, говорит, нарисовали вот сапог этого вот нашего полковника неправильно. И тогда Харманс ван Рейн сказал гениальную фразу. Пожалуйста, я бы вас попросил не судить выше своего сапога. И эта фраза вошла в историю. То есть он должен знать свое ремесло, а вот это уже мое ремесло. И это гениально. А то так можно к любому художнику подойти, к великому Вермееру, Ван Гог, Гогена, там вообще можно полностью сказать, что не умеет. Так что ничего не бояться. Правда, Василию Агаеву надо просто больше работать, и все будет здорово. Спасибо. Вот выставка у нас тут до конца августа, еще до 25 августа.
Библиотека работает, библиотеку всегда посещает, несмотря на любые там каникулы или как-то, вот, да. Вход у нас бесплатно, поэтому тоже в любом случае выставка работает, вот, по-любому. Ну, у нас еще была мысль вот такая, тут желающих было много, кстати, прийти, но вот у всех вопросов, у меня нет справки, вот так, к сожалению, оказалось. У Али гениальная мысль родилась, мы, конечно, воплощать там не знаю, как она предложила, что если мы вынесем выставку на улицу, где вот пединститут, вот на скамеечке, вот там точно все. Да, но так хотелось, чтобы были люди, простые люди, которые просто увидели, Может быть, мы со временем, может быть, мы эту еще идею не стоит хранить, как говорится, Да. получится. Другой вопрос, я хочу отметить. Эту экспозицию, выставку, она развешивала сама, своими руками, вот вдвоем, и никто ей не помогал больше, представляете? То есть вот человек за что не возьмется, я вначале так в панике была. У меня приходит обычно Ренат, профессионал, который там 15 лет вместе в экспозиции делал, да, я говорю, ну, вот она говорит, я вот сама хочу попробовать. Она это сделала. То есть, в общем, человек не боится, мне трудности, она все это делает. Прекрасно работа оформлена, да, тоже это уважение к зрителю, к себе, вот, великолепно все. Ну, поэтому, кто знает, может быть, и мы тоже с Ильей решили, что ладно, у нас вот сегодня первая презентация, как сказать, небольшой круг, может быть, мы еще после отпусков, может быть, что-то еще соберемся, посмотрим по ситуации, как будет вот, что-то развиваться. Вот, и я думаю, что хорошо, что эта выставка состоялась, работает. Тебя поздравляю. Спасибо. Молодец, просто Большая приятно. благодарность, что приняли мою просьбу, заявку, чтобы здесь поучаствовать. Ну да, ну я же знаю, когда человек, как ты чувствуешь людей, да, вот что он сделает. Если он хочет, он сделает. То есть мне самое интересное вот за ней наблюдать, за ростом, за работой ее всей. Поэтому, ну, я молодец. Дай Бог всем так работать. Первый танец у тебя традиционный танец. Да. А второй у тебя уже полные импровизации, прекрасные. Это новый вид направлений в танцах. Абсолютно новые. Такого еще танца я в Маике нигде еще не видел. Ну, может быть, самодеятельность танец. Там все такого еще не видел. Замечательно, молодец. Ты его не забывай. Вот На как, видео снимали. как импровизировала, так и танцуй. Ну, может, еще, конечно, нет, но замечательный танец. Поэтому все с любовью делают, да? Прекрасно. Вот. Такая у тебя грация, такая пластика. Все, соответственно. И нет традиционных дробышек легких. Это все у тебя новенькое. Ну, наверное, соглашусь. И очень хорошо. Ну, моя школа. Это моя школа, моя школа. Хотя первый раз мы видим друг друга. Молодец. Ашварин. Поздравляем. Поздравляем. Твой, это как называется, дебют или что? Дебют состоялся. Дебют, да, как в башкирском костюме, открывать выставку. Вот сейчас еще костюм твой разберем по частям. Тебя разденем, оденем. Сколько можно? Снимаете, да. Ну, что там, Ты же схватила, можешь снять, покажешь, что туда положить. И дорогой. Ну, это произведение, конечно, это произведение, точно. Это Отдай потрясающе. ее немножко, а ну буду разглядывать. Сколько весит Россия? вот это нагрудное украшение, оно килограмм 100. Да. 100 1000 килограмм. 1 килограмм 100 грамм. 1 На килограмм. который вот головной вот такой бывает весит. Кошмар, он это, ну, что ж должен весить? Не видите, все в одном. Тут вот кошмар у тебя, конечно, хвостик прыгнали. Это на спине, я его еще не успела чуть-чуть доделать. Буквально за 2 дня начала это делать. Вот это? Ну, можно забрать для дела, когда основа готовая. Основа тоже бывает все Основу вместе. 6, и монеты. Все за 2 дня. Ой, тяжелейшая. Ну там камни, сердолик. Да. Ну, хочешь примерить? Я хочу. А, кстати, это сфотографировать можете. Давайте Я всегда мечтала. У нас никогда не было настоящих костюмов. Сбоку. Мне там нет. Кстати, Нет, нет? вот и еще, да, супер.
причем такие вещи вот к любому наряду подходят. Вот смотрите, заметьте, к любому наряду подходит. А ты вот один пока спереди, пусть А так. это, наверное, неправильно спереди делали. Его вообще так можно делать. Потрясающе, конечно, смотрится. Но это неправильно спереди. Пускай это временно. А голову? Пусть она так снимется, потом оденется. Когда там завязать надо. Красивые девушки делаются еще Никто более не красивыми. скажет, что так нельзя. Нельзя. Все можно, да? Вот я смотрю, художники, будь свободный. Поэты, будь свободный. Все. Вот кто скажет, что неправильно? Везде должна быть свобода в творчестве, правильно же говорят. Спасибо вам большое. И мне очень рада была видеть, спасибо. Тоже помню нашу выставку, первая выставка здесь вот. Северное Амуре, в большом зале, конечно, тоже было. Очень похоже получился. Иван, дорогой, всем поклоны и привет. Рахмат, Сергей Александрович. Туда? Здорово. Сюда, прибирайся. И сюда. Здорово. Красавчик. Надо что-нибудь стать как раз. Да, можно еще какая-то сделать. Вот, знаете, будут делать только девушки, ну, и ранее глубоко в сердце всех нас. Какая пластика. Какая пластика. Правда, тяжело. Я когда я первый раз делала и одела, я прям такую ощутила энергетику, так здорово, что-то защищает меня. Вот что-то такое родное. Не знаю, так что-то особенное было. Хорошо. Да, хорошо. И Альбина выяснила права, на самом деле, вот, мои знакомые тоже знали про выставку, но по выставке показали сюжет, как вместе в музей не пускаешь. Многие, ну, не выставки. Раздражаем еще раз. Многие так и скажут, что ничего. Ну так, я вас. Алексей, дорогой, всем поклон. Вы Ты, Никола, отдыхай. не пожалуйста.